Всем здравствуйте, уважаемые зрители канала Savuk Life. Меня зовут Байғожа Абылайхан. Я врач-уролог-андролог. И сегодня мы с вами будем говорить о влиянии вредных привычек на мужское здоровье. О каких конкретно вредных привычках мы будем с вами разговаривать? О классических, уже привычных нашему пониманию, алкогольной зависимости, о курении, о наркотических веществах. Также поговорим о новых веяниях моды, таких как лудомания, гэмблинг, порнозависимость и о некоторых факторах нашей жизни, которые могут влиять на мужское здоровье. Почему вообще важно говорить о вредных привычках? Сейчас вредные привычки, вредные вещества постоянно обеляются и пытаются преподнести как безопасные способы получения удовольствия и так далее. Но на самом деле это не так. Вредные привычки остаются вредными, они не имеют никаких положительных моментов для организма. Вредные привычки разрушают, портят жизнь, а также влияют на личность человека. Вредные привычки приводят к тяжелым заболеваниям, к инвалидизирующим заболеваниям, таким как инфаркт миокарда, инсульт. Сейчас идет стремительное развитие технологий, из-за которого влиянию вредных привычек могут подвергнуться наши дети, более младшее поколение, у которых еще не окрепла психика, и зависимость у которых будет развиваться быстрее и сильнее. Всем и так, в принципе, известно, что вредные привычки влияют системно, то есть на все органы и системы, на головной мозг, сердце, сосуды, легкие и так далее. Соответственно, на мужскую половую систему тоже есть какое-то влияние, то есть прямое или косвенное. Обычно это происходит за счет двух механизмов: либо за счет ухудшения качества семенной жидкости, либо влияние на гормональный баланс или на сосуды мужских половых органов. И все это в конечном итоге может привести к таким заболеваниям, как эректильная дисфункция или импотенция, преждевременная эякуляция, развитие злокачественных образований предстательной железы, полового члена, мочевого пузыря и так далее. И самое страшное, к чему может это привести, к бесплодию. Начнем с факторов нашей жизни, которые могут негативно влиять на мужскую половую систему. Первое – это гиподинамия, то есть отсутствие физической активности или наличие минимальной физической активности. Сидячий образ жизни – это болезнь 21 века. Отсутствие физической активности может приводить к таким заболеваниям, как ожирение или атеросклероз. Атеросклероз – это такое заболевание, которое характеризуется избыточным отложением бляшек в сосудах нашего тела. Ожирение – это тоже очень глобальная проблема в мире. От ожирения умирает больше людей, чем от голода. Избыточный вес приводит к серьезным последствиям со здоровьем. Воздействию подвергаются не только мужские половые органы. Самый опасный тип ожирения, именно у мужчин он проявляется, называется абдоминальный тип, по типу яблока, то есть откладывается жир вокруг живота, на животе. И откладывается он не только в подкожной жировой клетчатке, но и на внутренних органах, что опасно тем, что функция этих органов, их подвижность будет снижаться. Помимо этого, этот самый жир, он является гормонопродуцирующим, то есть он синтезирует гормон, который влияет на уровень тестостерона, то есть гормон лептин, который снижает уровень тестостерона, главного мужского гормона. Поэтому вы понимаете, насколько опасно ожирение. Наличие избыточного веса приводит к нарушению, подавлению либидо, к снижению мышечной массы, ухудшению качества сна, повышению уровня депрессии. Кроме того, происходит ухудшение эректильной функции, нарушается сперматогенез, что может привести к проблемам с самостоятельным зачатием ребенка. Нарушение режима сна.
Это очень частая проблема, недооцененная проблема. То есть если раньше у нас было неправильное представление о сне, то есть мы считали, что во время сна наш организм отдыхает, перезагружается. На самом деле все процессы во время сна происходят с той же активностью, что и во время бодрствования. То есть, грубо говоря, во время сна у человека происходит обновление операционной системы, поэтому необходимо достаточное количество сна для того, чтобы организм полностью перезагрузился и дальше нормально функционировал. То есть в среднем это 7-8 часов полноценного сна ежедневно. То есть такая система, что если вы мало спите по будням и пытаетесь отоспаться более 15 часов за выходные, не работает. То есть ежедневно, регулярно и систематически вам необходимо высыпаться. Такая вредная привычка, как порнозависимость. То есть очень часто при просмотре порно появляется у мужчины зависимость. Это все объясняется эффектом Кулиджа. Эффект Кулиджа – это, грубо говоря, все новое нравится больше, чем старое. То есть новый партнер, новый вид ощущений вызывает большую сексуальную активность, чем уже что-то привычное. И в данном случае порнография выступает как способ получить эти самые новые ощущения. При просмотре порно стимулируется та же часть головного мозга, что и при выкуривании сигареты, при употреблении алкоголя или наркотических веществ. Научно доказано, что при регулярный просмотр порнозависимость может привести к развитию эректильной дисфункции, ну или по-другому импотенции. Даже есть ее отдельный вид, который называется порно-ассоциированная эректильная дисфункция. Табак или, в принципе, курение. Сам табак в 2003 году Всемирной организацией здравоохранения был признан ядом. То есть, хотя он был известен и применялся более 400 лет. То есть только в 2003 году мы смогли полностью оценить влияние табака на наш организм. К счастью, с вейпами, системами нагревания и кальянами мы такой же ошибки не допустили. И уже в 2016 году табак, вейпы, системы нагревания и кальяны были по уровню вреда приравнены между собой. Сейчас активно вот эти все одноразки, вейпы и так далее пытаются преподнести как безопасную альтернативу курению, хотя это совершенно не так. В Америке впервые в 2019 году появились упоминания о какой-то неизвестной болезни, которая протекала нетипично, но единственным общим фактором у всех пациентов это было употребление вейпа. Ее так и назвали – вейп-ассоциированное поражение легких. То есть говорить, что вейп, одноразка, система нагревания и так далее безопасна, мы еще не можем, потому что мы не изучили их отдаленные последствия. Это будет только известно, может быть, в конце нашего поколения или только следующее поколение поймет весь вред этого. Поэтому однозначно сказать, что это безопасная альтернатива курению, нельзя. Кальян. Кальян вот тоже очень большая проблема. Люди пытаются преподнести кальян как безопасный способ курения за счет фильтрующей способности воды. Но на самом деле это не так, уже научно доказано, что доля угарного газа от одного среднестатистического выкуренного кальяна с 3 углями равна тому же количеству угарного газа, как от выкуренной пачки сигарет. Вот, то есть, чтобы вы понимали. Курение наркотических веществ, таких как марихуана и так далее, достоверно увеличивает риск развития рака простаты и яичек. Примерно у трети пациентов, регулярно употребляющих марихуану, происходит снижение качества спермограммы, то есть того самого анализа, который характеризует состояние сперматозоидов и семенной жидкости. Любое курение, будь это табак или не табак, влияет на сосуды. А как мы с вами обсуждали уже в прошлых лекциях, сосуды – это
очень важная часть механизма эрекции. И, соответственно, негативное влияние на сосуды может приводить к развитию импотенции. Алкоголь. Алкоголь – это нейродепрессант, то есть препарат, который угнетает деятельность головного мозга. А как мы с вами знаем, головной мозг – это основной регулятор гормонального баланса мужчины, основной регулятор деятельности всех мужских половых органов. Соответственно, если этот регулятор угнетается, то и деятельность мужских половых органов не может протекать нормально. То есть ошибочно считается, что после употребления алкоголя повышается либидо и так далее, но это на самом деле не совсем так. Алкоголь не является афродизиаком, алкоголь – это нейродепрессант, он им остается. Это все объясняется кратковременным скачком тестостерона. То есть если употребить алкоголь, то есть тестостерон может незначительно увеличиться однократно. Но если речь идет о регулярном систематическом употреблении алкоголя, в таких случаях тестостерон только снижается, причем необратимо. Неконтролируемая алкогольная зависимость приводит к импотенции, к бесплодию, также может привести к рождению детей с различными патологиями. Существует большое исследование, в котором исследовали 2000 мужчин, страдающих раком предстательной железы. И 89% мужчин из данной группы в той или иной мере систематически употребляли алкоголь. Поэтому еще раз вам хочу сказать о том, что безопасных альтернатив курению, употреблению алкоголя и прочему не существует. Все вредные привычки небезопасны, все вредные привычки разрушают личность человека, разрушают здоровье человека. Поэтому занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, проходите вовремя чекап и обращайтесь вовремя к врачу. Спасибо за внимание, надеюсь, я был для вас полезным.